Да. Как ты это сделал? Зачем тебе вообще это надо? Ну, после первых результатов, ну, я изначально расскажу тогда, да. 100 лет назад, которые были. Да, моему ребенку было почти 3 года ему было уже, и вот так получилось то, что мы с Таней познакомились. Выйдите, пожалуйста, не то, что вас не А просто не всем видно. Нам туда. Вот, и получилось так, то, что я даже не помню кто, как, зачем, короче. Ну, у ребенка была моего проблема, он не разговаривал. Ну, то есть он, Таня, у тебя что, ребенок не разговаривает? Я говорю, нет, не говори. Ты знаешь, что это ненормально? Я говорю, да нормально, это все, он захочет, он заговорит. А сколько ему тогда было? Почти 3. Да. Ну и как-то, а потом что-то такая думаю, так действительно это ненормально, потому что даже в садике уже все говорят, да, мы что-то как-то не говорим, думаю, ладно, бог с ним, так уж и быть, послушаюсь. Но прежде чем довериться полностью незнакомому для меня человеку, я узнала то, что это Германия, то, что это немцы, то, что это качество, но я полунемка. Я позвонила своей тете в Германию, город Нетаталь, она там живет у меня, и говорю, тетя Эля, ну-ка расскажите мне, что это за компания вообще, ну стоит ли, ну как бы это раз это немцы, значит вы должны по-любому знать, тем более вы фармацевт. Она такая, да, говорит, я мало того, что тебе не просто рекомендую, а говорит, вот прямо сейчас пну, иди и бери. И мы получили через... Недельки 2 прошло. 2-3 недели я пришла домой после работы, а работала до 11 часов вечера. Пока туда-сюда, время 11:30, я домой захожу, мне ребенок бежит через огромный такой 10-метровый коридор и с кружкой пустой. И орет, мама, молоко! Я вот так вот, я не могу сейчас передать... У меня мурашки. Не могу сейчас передать, что я на тот момент времени испытала, но это были первые слова моего ребенка. Я вот стояла, я села, на пол села, вообще не важно, что было у меня на тот момент времени. Я просто села и такая, телефон вот так вот просто достаю, тыкаю, я понимаю, человек спит, время позднее, все равно звоню, она трубку не берет, я опять звоню, она трубку не берет. Я думаю, ну ладно, говорю, Арсений, пойдем, я тебе попить-то налью. Таня мне перезвонит, Оля, что случилось? Я говорю, мне ребенок заговорил. Я говорю, я не знаю, что произошло, но это все работает. Ну и как бы оно, когда уже отлегло, да, то есть у меня есть результаты, то есть я для ребенка пришла, отлегло, и я пошла работать, работаю, все хорошо, все замечательно. И ровно год тому назад... То есть прошло 8 лет. Да. Да. Ровно год тому назад я слегла с температурой 41-40, ну вот так вот. Ну как слегла? Я ходила на работу. С этой температурой я ходила на работу. Обратилась к одному врачу, к другому, третьему, пятому, 10-му, 50-му. Никто ничего мне не сказал. Сказали только то, что у вас почки там больные, это все дело неоперабельно. Что-то там у вас с печенью, это все неоперабельно. Лечить ничего не надо, это все не лечится. Ну, вот это были их слова, да. По сей день, кстати, они мне уверяют, Куда что... тебя отправили? Что сделать? Это позже было. И тут получилось так, то, что я уже понимаю, что я дошла до ручки. То есть вы меня сейчас видите, такая я вся хорошенькая, я в теле. Я когда к Тане пришла, я была 42 размера. Я была серая. У меня есть фотографии, кто захочет, я всем предоставлю эти фотографии. Я их не скрываю, они у меня в широком доступе. Я была вот такая вот вся и серая, наверное, как ваш костюм. Вот. И я говорю, Таня, ситуация СОС. Я позвонила ей, у меня контакты были, я за ней следила в соцсетях. Ну, как бы до этого, зачем оно мне надо, как бы я же здоровая, все нормально.
Я позвонила, говорю: Таня, ситуация, значит так, у меня почка не работающая, в печени обнаружили опухоль, плюс 4 кисты, ну и там еще по мелочи, плюс еще 2 опухоли. Она такая: давай, готова? Я говорю: готова. Я взяла обмен веществ. Грипп-рейши я не сразу начала принимать, но если там в дозировках указано 30 мл, я пила по 150. Но в первую очередь я еще дополнительно взяла себе, ну тут зеленую формулу я взяла, но я взяла красную, потому что я работала директором магазина, и стрессы это было мое все. У меня были панические атаки, я не спала ночами. Причем были панические атаки такие, что я со склада выходила в торговый зал, а обратно меня несли на склад. Ну, только у меня давление было, я просто дышать не могла из-за вот этого всего дела. В июне месяце мне ставят диагноз онкология. Ну, я уже тогда принимала, в принципе. Начала только начала принимать. В начале июня мне ставят онкологию. И начальная стадия, как бы. Врачи мне предложили, один врач, значит, мне предложил сходить, поставить свечку в церковь. Я человек верующий. Для меня подобного рода это богохульство. Я ему предложила, что давайте поставлю вам ее я и ректально. Как бы как медику. Как медик, потому что у меня тоже медицинское образование, да, хоть я там и не отработала ни секунды. Вот. Второй мне предложил L-карнитин. Да? Да. Ну, то есть, чтобы вы понимали, L-карнитин в чистом виде абсорбируется в печени и в почках. Что то и то для меня губительно на тот момент времени было просто фиаско. Чтоб Я не говорю, ходила, видимо, чтоб не ходила, не задавала лишних вопросов. Я его по прямым текстам сказала, куда ему пойти, а сама пошла, значит, еще наборчик себе купила. А обмен веществ ты с каким гелем брала, Оля? Персик. Персик. Я все люблю, что там с персиком, это все люблю. Вот. И в начале июля я пошла к онкологу, который не стал ставить меня на учет. Потому что из 4 кист в печени у меня осталось только 2. И опухоль, которая была 2 на 3 сантиметра, стала 1,8 на 2, по-моему, сантиметра в печени. По-женски там кисты повыходили, да. Сейчас я прошла еще обследование. Кому интересно, у меня внизу лежат результаты УЗИ в машине. Это Кому надо интересно, запротоколировать. у меня есть, я могу принести. У меня осталась только 1 киста в печени. У меня нет опухоли. Да, есть еще вопросы какие-то по-женски, да, что там миомы, но они уменьшились. Чтобы это все не так легко, как это все говорится, да. Таня свидетель, как меня ломало, когда я подключила грипп-рейши. Боли адские. Были, да, бывало, что дня по 2 я не могла вставать. Сколько ты пила? Я продолжала. У меня не было ни капли сомнения от того, что это все уйдет. У меня не было ни капли сомнения вообще никакого. Я доверилась продукту, я доверилась в первую очередь Татьяне, потому что, ну как бы, а как ей можно не доверять? И сейчас у меня нет таких болей. Они иногда возвращаются, но они не такие сильные. Я могу ходить. Я человек, который занималась бодибилдингом, до этого я не могла потом встать. Да? КМС по рукавашному бою. Я сейчас опять начала тренироваться. Я понемножку, у меня нет столько сил, чтобы как раньше по 1,5, по 2 часа я тренировалась. Нет, я по полчаса всего лишь тренируюсь. Но для меня это уже большой результат. И у меня опухоли одной нету. Чего? Это вообще огромный результат. И я всем говорю о том, что если у вас еще нет этого доверия, то я могу принести документы. Они у меня все задокументированные.
Спасибо тебе. Олечка, а ты поскольку пила гриппрейши? По 2. По 2. Да. То есть я пила не 4 омеги, 6-9. Мгм. Когда сильные боли у меня были, прям я увеличенные Мгм. дозы пила. По 30 капсул в день я пила. Да, то есть там другая система, чтобы вы Да. понимали, да? То есть для таких серьезных вопросов есть четкая система, Да. поскольку чего принимать, что там исключить, да, допустим, ну, обычно соки, там, кофе, чаи, там, молоко исключается, да, но по продуктам есть прям четкая система, если кому-то интересно, да, по этому поводу тоже Да. можно пообщаться. Да, то есть у меня были не профилактические дозировки, я прям пила тоннами, можно так сказать. Ничего страшного. Это все вкусненько. Это все вкусненько. Муж у меня пил литрами, прям вот присосался и все. Я говорю, господи, да сходи ты хоть в туалет. Нет, не пошел. Все хорошо у него было. Поэтому... Спасибо. Спасибо. Огромное.